Здравствуйте, друзья! С вами Лара Болотина. Наверное, уже можно называть происходящее как есть. Хуже бездомным, чем сейчас, уже не будет. Некуда дальше. Буквально все как с ума посходили. Что творится в СМИ Якутска? Ложь, фальсификация и разжигание ненависти. Не только к бездомным по их вине, но и к людям, к волонтерам и тем немногим, кто спасает от гибели. Мы спасаем в реально боевых условиях, когда опасно для здоровья, для жизни, даже когда любой может вызвать живодеров или отлов, или полицию. Пока в Москве рассуждают, что законно, а что нет, в Якутске днем и ночью убивают на глазах у детей. В школах детей учат, как себя вести с собаками, как лучше ударить и тому подобное. Неуважения к жизни нет. Учат ненависти с детства. На тех, кто пытается спрятать собак, идут доносы, сдают их. Эх вы, немало якутян, кто знает все и понимает все происходящее, но молчат. Боитесь, думаете, вас не коснется. Так вот и при Адольфе рассуждали. Друзья, я, потеряв разум, набрала очень много собак. Я еще не оценила, что ждет меня впереди. Вариант с машиной опасен, очень рискованное все это. От начала и самого пути. Будут вложены огромные деньги, но собак мы вполне можем и загубить в дороге. Друзья, я уже говорила ранее и не раз, что ППЖ превратился в единственный безопасный островок спасения жизней. В этом печальном месте не задушат, не отравят, как живодеры в подворотнях. Да, собакам плохо в тесноте и на цепи, но они хотя бы живы, и это главное. Давайте думать об уже вытащенных из ППЖ, из ангара смертников и с улиц. Вот они. Их было 3. Женщина подкармливала бедолаг, пускала погреться в гараж. Пересиживали у нее во время военных действий. В один из дней 3 выбежали просто сделать свои дела на 5 минут, а вернулись только 2. За 5 минут 3-го, похожего на лабрадора, черненького, убили. Убили. За 5 минут пришлось забирать вне очереди оставшихся 2. Пожалуйста, ну такая прелесть, а. Ну куда мороз 50 градусов, даже такая шуба не выдерживает. Ну вот, а сейчас придется выпустить, а куда я ее? Покормила, погрела чуть-чуть, ну беги. Вон у меня, видите? Вон, и все хотят. И все в гараж вот зашли, и все подкормлю на секунду, а потом куда? Потом некуда опять. Потом опять некуда. Пушистый, добротный. Ой, это что ты с нами? Поздоровался? Ну, спасибо, что поздоровался, да. Вон ты какой, видишь, красивый, все. А это твоя опекаемая девчушка. Девчушка. Вот она какая, с красной биркой. Тоже золотая. Девочка сегодня тихая, а мальчик громкий. Ой, какие дети. Шикардосные. Шикардосные. 2. Сегодня 2. Из того же ада. Господи. По крупицам. По крупицам. Собираем по крупицам. Что ты мой хороший. Да, скромный. Скромный ребёшка. Прилег тут, да? Ой, какой зайка. Вот такие мы добрые. Вот такие мы добрые. Вот какой холосый. Холосый пригозый. Холосый пригозый ребёшка. Или вот 2 несчастных и уже почти погибших
обледеневшую собаку, убежавшую от живодеров подальше от города, нашла женщина. Пес уже не реагировал и не мог стоять на ногах. Просто лежал и тихо умирал. Вот такой вот маленький, хорошенький. Да, сбитый нашла. Мальчик маленький. С биркой в ухе. Вот бирка в ухе. Вот такой вот он, волосатый. Ну, на ножке так встает, но чуть-чуть. Пока еще ему плохо. Пока плохо. Потому что я, когда его нашла, он еще бы 15 минут, и он замерз. Да, малыш? Да, лежал весь в снегу, весь во льдах. Вся шерсть во льду была. Тело каменное было, уже замерзал. Вот так вот. Ну ничего, сейчас. Так, а вот еще с автовокзала кошечка. Вот, что-то она кушать не стала. Вот, ушей нет у нее. Уши обморожены. Хвост вот весь обморожен. Вот и весь хвостик ее. Вот такая кошечка. Красивая, пугливая и очень-очень худая. Она, у нее все позвоночки, все прощупываются. Пока она у меня вот здесь в коробке. В этот же момент женщина подняла еще одну ледышку. Отморожены уши и хвост. Так, вот сейчас мы лежим уже на столе. Сейчас будут осматривать номер бирки 0606 или 9090. Вот непонятно, как ее смотреть, эту бирку. Сейчас будем делать УЗИ. Пулька есть. Пулька? Ну, Стреляли? с воздушки О, А, позвоночник все нормально, нет, да? Позвоночник-то, да. Это желудок, она наелась где-то чего-то. В клинике обнаружены пули собаки. Нужно срочно вывозить и собаку, и глубоко беременную кошку. Надо также стерилизовать и лечить их уже в Москве. А вот новый ангар, типа ППЖ номер 2. Туда не запросто зайдешь и не всегда впускают волонтеров. Знаем, что там очень холодно, сыро, в тесных клетках сотни или 1,5 собак. Нет даже мисок. Для чего этот ангар? И указ ежедневно вывозить мусор. Мусор или трупы? Друзья, я круглосуточно занята вопросами спасения там, в этом жутком месте. Мне совершенно некогда долго говорить со звонящими и перебирать этот ужас. Очень прошу всех, кто звонит, говорите кратко и по делу. Пожалуйста, услышьте. Писать запросы, петиции, заявления, идти куда-то на прием. Я не имею времени. Нет такой возможности. Если вы можете это делать, делайте. Я спасаю, встречаю, размещаю 24 часа в сутки. Я нужна им именно в этом вопросе.
А вопросы писанины – это, пожалуйста, делайте вы. Все материалы есть в соцсетях. Это не секрет ни для кого. Друзья, сейчас остро стоит вопрос переносок. Их должно быть достаточно там. Часть прилетает в Москву, часть в дороге, и там переноски должны быть всегда много и разных размеров. Надо докупать. Помогайте, люди. Помогайте. В Якутии поймали и поместили за решетку короля всех собак. Именно так прозвали огромного бездомного пса. То ли алабая, то ли простую дворнягу, которая держала в страхе весь город. Со своей стаи эта собака насмерть загрызла одну из жительниц. Это тот самый король бродячих собак, видео с которым стало вирусным в интернете. Огромного пса с трудом удалось поймать и запереть в клетке. Это агрессивное животное обитало в самом центре Якутска и представляло реальную угрозу для горожан. На свободу, скорее всего, она не выйдет и будет сидеть в клетке пожизненно.